Короче, собрались снова у нас тут, я из комментариев читаю же, псевдоисторик и недоисторик. Мгм. Выбирай, кто ты. Кто Как ты? как говоришь? Псевдоисторик и недоисторик. Недоисторик. Ну, не знаю, это, чё мне, комментаторов, что ли? Нет, это Не, не я то. считаю, что я ни к тому, ни к другому не отношусь, по-любому. Ну, во-первых, я закончил исторический факультет, у меня есть подтверждающий диплом. Ну, хотя диплом, может, ничего не решает в России, но я считаю, что мы подтвердили, ну, ты вообще 100% подтвердил, что историческое образование у тебя имеется, а я, ну, начальное историческое образование у меня тоже есть. А мы должны, как бы оправдываться перед Нет, а я не комментаторами? Ну, оправдываюсь, ш я тогда. отвечаю. Якутск Ньюс. Лучшее из якутского интернета. Меня впервые, ну вот, за долгое время охватил такой коллективный траур. Ну Мгм. вот, то, что было, Мгм. то, что Михаила Ефимовича не стало. Хотя, по идее, при моей жизни, ну, его уже, ну, он уже не возглавлял республику. Ну, при моей осознанной жизни. То есть, Мгм. там, я в 95-м родился, и, то есть, у меня там были там Штыров, там, кто-то еще, ну, Тайсон Сергеевич там, и все. Но как-то было очень грустно вообще в целом. Ну, человек, ну, глыба, да, вот тектоническая плита, на которой держится вся современная республика, современная Якутия, культура, экономика, может быть, да? Ну, сейчас экономика меняется, но все-таки. Я был на панихиде, заходил, дал маленький комментарий. Я родился в 84 году как раз, да. В 90-е, когда мы учились в школе. Ну, 90-е, когда вообще веселое время было, да. И я помню плакат вот, здорового образа жизни. Здорового, надо вести ЗОЖ, Мгм. ТЗОЖ, что вот курение вредно, там, что вот челюлох, там, вот это все это вот компания о том, что вот надо бороться с алкоголизацией и так далее, Это которая с тех сейчас это времен началось, то есть вот с его времени. масштабно, системно вот началось именно вот в это время. Я даже помню вот плакат, да, вот что алкоголь это зло, и потом под этим алкоголем вот народ, ну, времена были вот так вот, жуткие. Как человек отдыхал? Ну, алкоголь, например, да. А сейчас, например, мы, да, вот есть деревни, которые вот полностью отказались от алкоголя, Да, например, кстати, да. я Полностью, да, полностью вообще не... да. Ну, то есть они сами отказались. Я знаю, что не продают. Вот даже, допустим, это вот у нас тут рядом Табага или Владимировка, там вообще не продают. Там сухой закон. Вот Мгм, такого, то мгм, есть мгм. возможно. Локально. Ну, я просто слышал именно, у меня, наверное, восприятие такое, его тоже как глыбы, потому что именно из рассказов, ну, моих вот Мгм. старших там бабушки, мамы, возможно, то, что это человек, который вот все ресурсы, которые есть, когда были возможность денег, он все вложил в камень. То есть он никуда не... типа, ну, так и сказать, все вложил в камень. Он начал строить, типа, просто много строить. Вот. И у меня такой, типа, с пиететом я отношусь, не знаю почему. Ну, Ну, то, что я сейчас сказал, это маленький пример. А если посмотреть с исторической точки зрения, ну, широко и глубоко, то эпоха 90-х годов, конца 80-х, это вот такой кризисный момент, поворотный момент в истории республики, потому что стал вопрос, вот, развал Советского Союза, м, вот он разваливается, да, рассыпается на куски, союзные государства уходят, и вот этот процесс, он начинает доходить до такого уровня, что вот маленькие республики, маленькие края, области начинают, ну, встает вопрос, сохранять федерацию или нет, РСФСР, например, да, и вот Михаил Ефимович, он был один из таких лидеров, который сказал, да, вот, надо сохранить. Вот я за то, чтобы РСФСР сохранил в формате, ну, как бы в такой федеративном формате. Был подписан федеративный договор, самый первый договор. И этот договор является такой, ну, каркасом, да, вот не просто Якутии, да, но и Российской Федерации. Да, вот этот момент. Потом уже там Татарстан и все республики, например, подписали, да. Ну, Кавказ там, понятное дело, ну да, история, да, да, чеченские компании, да, сложновато вот было. это, да, вот такие моменты. И Михаил Ефимович — это человек, который вот реально не просто республиканского масштаба или районного масштаба, да,
Это человек, который вот из тех людей, которые в 90-е годы Ну, Ельцин к нему приезжал лично, да, да. практически спас Российскую Федерацию от распада. Ну да, потому что Большая Республика сказала, да, что мы остаемся, и в плане это, наверное, очень сильно поддержало Россию в тот момент. Про это? Ну да, в таком формате можно так сказать. Ну, соболезную всем якутянам, всей Якутии. Ну, движемся дальше. Сегодня мы тоже, кстати, будем говорить о основателях, об отцах-основателях Якутии, ну, и Якутской АССР. Кто это? Давай вот так скажем. Кто основатели Якутской АССР? Ну, на якутском это как бы Улубайдер, да? Мгм. Правильно будет, наверное. Улубайдер. Великие братья. Ну, старшие братья, да. Почему старшие братья? Потому что ну, давайте начнем издалека. Да? Вот есть такое понятие, как историческая память. Человек помнит только себя. Вот ты говоришь, вот я был в школе, там, тогда. Потом историю своего отца или там родителей и бабушек. Ну да, Это факт. 3 Он, поколения, да, да. вот он 3 поколения четко знает, да, вот так было, я помню, вот это было. Он может потрогать там вещи своего дедушки, там, посмотреть фотографии, видеозаписи, да. Вот сейчас пошло поколение детей, которые могут посмотреть на видео Всё, своих, да, да, да. своих не то отцов, а дедушек, например. Ну да. А все, что касается истории до дедов, бабушек, да, это история прабабушек, прапрабабушек, это уже относится к категории исторической памяти. Там очень много уже мифов, мнений, да, Мгм. вот. И каждый историк уже, вот тут начинается, вот ты кто, вот как бы вот историк, да, вот историк, он занимается вот теми вопросами, которые вот существовали, политическая, экономическая, социальная, культурная ситуация существовали в эпоху прадедов, прапрадедов, например. Это Ну да. занимается историк. Если он человек занимается, говорит, предками, то это уже археолог. Да, вот такой момент. А я историк повседневности, я занимаюсь вот как раз историей дедушек, родителей, там, ну и тебя, например, да, вот. И сразу такой смотрю, что за футболка, например, да, вот это. Куда катится молодежь, например, да? Такой интересный вопрос. Относительно республики, становления республики, Улубайдар, великих старших братьев, больших старших братьев, тут надо отметить о том, что это касается как раз столетней давности, 100 лет, да, вот 120 лет, 150 лет, может быть, да, и это уже тут уже обрастает мифами, легендами. Есть люди, которые читают, знают, например, да, вот историков. Кстати, у нас тоже будут ссылки на книги, Да. которые касаются, да, вот. Кстати, все, о чем мы говорим, мы оставляем ссылки, так что читайте сами. Мы, возможно, что-то забываем. Мгм. А может, неправильно говорим, да? Да, возможно, Ага. мы неправильно говорим. Отмечайте в комментариях, Макс будет отвечать. Когда говорят про те времена, да, ну, вот это уже идет оценка. Да, вот оценка — это уже, когда человек оценивает историю, он уже начинает уже касаться политических взглядов, гражданской идентичности, например, да. Я либерал, я плохо оцениваю там эпоху коммунизма. Я коммунист, наоборот, там Я Советский белый, я Союз, да. красный, Я да. белый, я за Пепеляева, я за там Амосова, там. И вот это вот как раз определяет гражданскую идентичность. А в 20-е годы, например, мы с вами говорим о том, что как раз в Якутии только-только начинает формироваться вот эта позиция, гражданская позиция. И у нас появились, мы, якуты, должны быть, сахалар, должны быть благодарны судьбе, богам, мои, там, кому там еще, да, то, что вот у нас были такие парни, которые вот, не опасаясь последствий, не думая, О что, своей да, жизни, да. не о своей жизни, да, вот, а что будут думать остальные, да, вот, что будет думать меньшинство, что будет думать большинство, например, Мы да, и просто они выбрали свой путь и шли по нему. и шли по нему, и даже вот все историки, да, которые посмотрят, в кавычках я сказал историки, все знают о том, что вот истории тройки, да, вот Агеев, там Козлов, да, вот Лебедев, молодые парни, они вот практически, да, вот взяли в руки, вот, поняли, что вот пойдет натуральный красный террор, да, вот они вот как-то вот остановили это движение. И все совсем молодые по нашим меркам. И вот это очень сильно волнует всех, это раз. И когда мы начинаем говорить как раз вот 90-е годы, развал Советского Союза, да, мы должны быть благодарны, что вот у нас были отцы, уже наши с тобой,
и дедушки, да, вот, которые вот, Ну, для меня чутко это... понимали политическую Ну да. ситуацию и быстро-быстро среагировали. И, ну вот, мы живем с вами в такой Ну, республике, давай как мы сейчас. перечислим этих дедов. Ну, для меня это деды-основатели будут, не отцы-основатели. Ну, хотя отцы-основатели. Перечислим, кто есть, кто основал Якутскую ССР, кто у нас там, кто был. Максим Кириллович Амосов, Платон Аюнский, мгм, Исидор Барахов, кто еще? да. Винокуров отмечают, да, вот Рыжаков, например. Был хороший вопрос у меня в телеграм-канале, как вы оцениваете Винокурова, еще кого-то еще. Вот, да, вот как историк повседневности, я отмечу о том, что важна не просто лидеры, которые существовали в то время, да, без которых, конечно, Якутская ССР не было бы. Важен народ, который понял вот этих совсем молодых парней. Ну Да, и поверил в них. и поверил в них, пошел за ними. И надо отметить о том, что народ якутский понял, да, вот что-то надо вот Ну, мобилизоваться, это супер надо, интересно да, вообще. адаптироваться быстро принимать какие-то решающие моменты, да. А так вот, если бы, например, все бы сидели, да, вот, что это, моя хата с краю или там, да, вот, и что, как бы, и что, молодой, какие-то вещи говоришь непонятно. Какой государство, вы что? Какая автономия? Что такое автономия, да? При том, что грамотных людей 1000 человек по всей территории Якутии. Все. Ну вот, смотри, давай мы разберемся вообще, просто немножко прям разложим по фактам. Вот, ну, вообще, по идее, нам было подкаст надо записать в прошлом году, когда было 100 лет, наверное, Якутской ССР. Нет, вот это неправильная позиция, потому что про государственность республики, про историю СССР Мгм. надо постоянно говорить, каждый год. Не по праздникам там в апреле-сентябре, да, вот, а вот летом, во время отпуска, когда люди думают не о государственности, не о, ну, да, вот, думают о сенокосе, там, о ягодах, например, да. Вот. Ну, тогда самое правильное время сейчас. Мгм. Смотри, давай немножко разберемся до 922 года, что происходило в Якутии. Ну, давай начало 20 века начнем. Что в России происходило? У нас прошла, ну, там, неочинская русско-японская война, после этого у нас там были революции, далее там, пускай возьмем Первая мировая война, там Октябрьская революция, смещение царя, ну вот 17 и гражданская война. Гражданская война, что происходило в Якутии в данный момент, ну вот этот период времени до 1922 года. С 905 пускай по 922. Ну, например, есть, ну, я не историк Мгм. гражданской войны, с точки зрения, например, истории, если глобально посмотреть, то у нас Якутия, конечно, как часть Российской империи той эпохи, она вот все процессы, которые отражались, ну, происходили в центре, они вот отражались вот здесь. То есть также сильно Также происходило. сильно, и надо отметить о том, что Якутия, она была вот часть регион, который тоже, как сказать, влиял на центральную, вот, например, Ленский расстрел, например, да, вот М. история Ленского расстрела, когда были вот, рабочие расстреляны буквально, вот, вышли на манифестацию в золотых приисках. И это стало катализатором, вот, когда вот в Петрограде, в Санкт-Петербурге, столице страны той эпохи, в Москве пошли вот волна, вот как раз, Ну, манифестации да, рабочих вот пришли. помните вот лозунг Советского Союза «Пролетарии всех стран, объединяйтесь», Объединяйтесь. да, вот это, там, или там вот классовый подход, да, вот ты спрашивали прежде всего, ты кто, да, вот ты вот по классу, ты рабочий, крестьянин, кулак, дворянин, интеллигенция, да, Мгм. например, да, вот этот. Потому что Россия той эпохи и Якутия той эпохи это было сословное государство. Что такое сословие? Сословие это права, обязанности, которые передаются по наследству, это раз, и обеспечиваются государством де юре. То есть ты мог гипотетически выйти из состава какого-то сословия, например. М. Из крестьян перейти там в мещане, например. Но это было трудно, муторно. Ну, это почти невозможно. Во-первых, практически невозможно, потому что ты неграмотный. Вот ты, во-первых, чтобы ты Ну, сейчас, чтоб крестьянин... да, пошел там заявление написал, прошу там меня перенести. И человек, он сам не понимал, зачем это ему надо, например. Да, вот как бы, да, Ну, вот. типа, я живу И крестьянином. поэтому большевики, эсеры и все партии, они очень сильно много уделяли внимания именно тем людям, которые ходят в народ, да, вот эсеры. Ну да, образование. Типа, то есть Образование, вот, да. начали ходить в народ. Это Да, же да, было да. хождение в И народ. народ у нас, например, та же история, как там, хождение в народ, например, да, вот. Люди ходили, интеллигенция, молодежь, передовая молодежь российская ходила к крестьянам, рассказывала о том, что вот вы живете плохо, что надо что-то менять, что надо вот... Их всех брали и сдавали, он еще волосатый, бородатый, да, вот эти революционеры, их сдавали полицейским, жандармам, говорят, что-то вот этот человек мутит воду, например, да. Большевики, они вот четко шли вот конкретно пролетариат, да, вот диктатура Мгм. пролетариата, у них четкая конкретная, да, вот рабочий класс,
крестьяне и пролетариат. Ну вот смотри, А в а, Якутии, ну, как пролетариата, ну, вопрос. ну вот у нас было много ли пролетариата в Якутии? Ах, Как понять пролетариат? Это Ну, вопрос. ну, рабочий класс давай возьмем. Это не рабочий класс. Рабочий класс — это человек, который состоит в профсоюзе, он работает в заводе, у него есть специальность, у него есть ну, как бы профиль. А чтобы... Вот ты гуманитарий, вот ты, когда пойдешь на завод, ты кем там будешь работать? М, Тебя туда не Ну, возьмут, первым, например. Да, чтобы пойти нет, ну на... почему? Я буду, наверное, таскать что-нибудь. Да, почему в Якутии этот вопрос актуальный до сих пор, да, вот, потому что вот мы все там, вот парни сидят, они ну, на видео снимают, да, вот. Айтишники? Кем вы себя позиционируете? Видеографы, пускай. Художник, творческая молодежь. личность. Я Творческая так молодежь. вижу, художник. Вот ты историк, да, ну, А, ты вот чем занимаешься вообще? Я Вот снимаю что видео. делаешь? Я Снимаешь видео. блогер, давай так возьмем. Блогер. Ну, я историк, например. Да. Хожу там, рассказываю истории, читаю лекции, например, да, учитель. А рабочим, чтобы пойти на завод, ты должен около... Нас туда не пустят просто к станку. Потому что мы... Но ну, мы не умеем, да, мы не не разбираемся. то, что не умеем, Как мы мы не сами умеем? себя убьем там, да, вот Ну около да. этого станка. А пролетариат — это те люди, которые вот как раз не могут пользоваться трудами, ну, результатом своего труда. Это самые вот эти, у которых есть только дети, и все. Вот То есть это, ничего нет. ничего нет. Ни образования, ни навыков. Да, вот можно так сказать. Ни дома, ни частной собственности, ничего нет. И они могут только, вот у них есть только дети. Фрилансер. Можно так сказать. Фрилансер. Фрилансеры всех Фрилансер. стран объединяйтесь. Вот так нужно сделать. Новый Шикарная тема. новый лозунг. Да-да-да. Так, ну смотри, ладно. Гражданская война как затронула Якутию в тот момент? Да, вот как раз к этому веду. И вот в Якутии у нас начинается следующий момент. Когда случилось ну, октябрьское событие, когда в феврале, точнее даже, февраля, это все началось с февраля 1900. Вот обычно вот мнение есть, да, ну не мнение, а большинство молодого поколения, они считают, что вот Ленин — это человек, если они знают Ленина, да, вот они говорят, что Ленин, он как бы сверх Николая II. М, По факту его как бы... Но его не было еще здесь вообще. Ну, он был, да, вот где-то. Николай II, он отрекся, сейчас историки говорят, под давлением членов Государственной Думы, да, вот М. партийных, да, вот демократических сил, они сказали, ну вот народ, как бы, да, вот в таком формате. Монархисты говорят, что вот Николай II должен был стукнуть по столу, там, ну это не наша тема, М. мы говорим про Якутию, и вот в Якутии вся царская администрация, чиновники, губернаторы, они все стали и ушли. Когда Николай отрекся, они все Да, стали потому что ушли? все, как бы монархия закончилась, ничего нет, как бы, да, вот, и у То есть них они не де боролись. юре у них легальной власти здесь не было, уже не стало. Легальной власти не было. М. Как понять легитимная власть? И вот тут мы должны опять же говорить о том, что вот, да, вот Ксенофонтов, например, да, вот это. Первые образованные люди, якутская интеллигенция, они взяли, ну, как бы власть в руки в феврале, и начинается вот эта борьба, политическая борьба. Она шла сначала ну, как бы в формате дискуссий, в формате там, газетных заметок, там, всяких муняхов, там, собраний, какие-то вот эти клубы по интересам, да, вот, ну, да, вот. А гражданская война, она началась где-то в центральной, ну, в Москве с разгона учредительного собрания. Это отразилось вот здесь, в Якутии, в том плане, то, что сюда приезжает из Иркутска большевики, конкретно, да, вот это вот уже реальные революционеры, да, Мгм. вот эти люди, ну, люди, Идейные, которые короче, идейные, которые да, вот приезжают. которые вот они уже за диктатуру пролетариата и за такие, ну, ну, максималисты, М. крайние эти методы насаждения власти, советской власти, да, и вот приходят и тут видят то, что вот, ну, в Якутии, ну, все друг друга, мы друг друга все знаем, мы ходим по одной улице, большая, это проспект Ленина, который Мгм. сейчас, да, ходим в одни и те же два клуба, клуб приказчиков и второй клуб, я сейчас забыл. Ну, клуб приказчиков был, да, вот один клуб. Туда ходили все, как бы здесь встречались, например. Отдыхали, чаи пили, гостевали, друг друга знали. Образованных людей было 1000 человек. Я же говорю, 1000 человек. Это как бы сейчас одна школа. Вот вторая школа, это сколько там человек сейчас учится? Не знаю, больше 1000 учатся, наверно. 3000, по-моему. 3000 человек. 3000 Да, человек. вот. 4000 Да, вот. человек. По всей Якутии в то время было 1000 образованных людей. 1200, по-моему, где-то так. Меньше, чем во второй школе, получается. Да, Хотя, ну да, да. да. А сейчас мы ругаемся, вот, да, у нас классное место. Да, вот сейчас у меня племянник пошел в первый класс. Первый Б, 35 человек. Да, Ну. еще не рады, что у них класс маленький. Я такой сижу, такой, 35 человек, ничего себе.
Я свою школу закончил в То есть, Верхнеудинске. получается, смотри, в тот момент, в Якутии, грубо говоря, когда вот вся власть, ну, монархическая ушла, то здесь все было спокойно. То есть развитие Относительно, в сравнении. началось все спокойно, пока не приезжают вот максималисты, большевики, Нет, правильно? да, вот можно так сказать, да? Агиев, например, да, вот стычки были, потому что мы говорим про, там, понятно, да, это Колчак, это Пепеляев, например, да, но это уже чуть-чуть позже. Но когда мы говорим про, вот как раз вот с чего началось, да, вот можно сказать о том, что это мое личное мнение, можно не согласиться. Все началось с того момента, когда, ну, народ, он практически сидел и, ну, понимал, что идет что-то страшное, да, вот это не просто война идет, да, Первая мировая война, да, это идет какой-то момент, да, вот народ чувствовал, да, вот этот момент, Мгм. и это было как пороховая бочка, и должно было быть, ну, как искра должна быть. М. Искра это был вот Агиев, Лебедев, Козлов, которые вот начали указы, да, вот о том, что вот надо уничтожать половину ну, населения Якутии, да, то, что вот М. они все время националисты, помогают белому движению, там, и так далее, и так М. далее. И дело дошло до того, что даже вот, да, вот отмечают, если ты дал ночевать человеку, э, да, вот ты уже, ну, он вдруг белый, надо, вот всех выводили и расстреливали как, ну, как в помощь, да, вот есть такие М. моменты. Ну, а как для якутян, ну, как бы человек постучался к тебе. Это мы сейчас асфальтовые саха, да? Закрываешь дверь и сидишь, как бы, да, Ну вот, да, и не просто так, знаешь своих просто так не соседей, да. пустишь в дом, да. Да, а там, как бы, в те времена, если ты не пустил человека в дом ночевать, еще зимой, например, да, вот это нонсенс, это нонсенс. И вот так, и вот, ну, вспышка пошла вот этот момент. Конечно, политическое убеждение, это М. раз. Некоторые старики мне рассказывают, что вот во время развала Советского Союза они прямо сидели с телевизора и ждали сигнала вот браться за оружие, да, и пойти защищать советскую власть. Ну, вот, типа, я только сижу, думаю, ничего себе, да, вот этот момент. То есть у них вот такая историческая память была Почему, небольшая. исторически? Они сидели, реально сидели, смотрели телевизор и ждали вот когда Ну, вот, ждали того же. да-да-да, вот пойти арестовывать там или команду Ельцина, или там наоборот, там, да, вот противников Ельцина. Так, ну то есть, получается, мы пришли к тому, что здесь началось, ну, гражданская война была. Все равно она здесь была, правильно? Ну, да, она закончилась в 28 году. В В 28, 28-29. 28-29, то есть в 22-м образовалась республика, ну, Да, Якутская ССР. да. И еще 6 лет шла война, ну, 6-7. Ну, в условиях гражданской войны. Да. Ничего себе. Условия. А кто здесь кому противостоял? Где у нас только? У нас много было белых. Ну, белыми отмечают очень много политических сил, да, вот те же самые Пепеляев, это вот остатки армии Колчака, конфедералисты, а, там ксенофонтовщина, там, да, восстание, Тунгусское восстание, то есть это вот очень много было, да, вот таких бунтов. Потому что, как я думаю, да, то, что вот те позиции, те попытки что-то сделать, да, вот, которые предлагала новая власть, М. советская власть, большевистская власть, она не соответствовала, вот, как сказать, ну, культурному, да, вот, экономическому опыту народов, которые жили здесь, например. Можно так М. сказать. То есть они не И, вписывались в культурный код, короче, людей, которые жили здесь. ну да, можно Да. так сказать. Потому что То есть они а, даже были не против именно не за царя, типа, они были просто против того, что им говорят, вот то, что сейчас вот требуют от них, правильно? не понял еще раз. Ну вот, то есть вот люди, которые там в большинстве своем, если в эта гражданская война шла, что они были не за царя. Не, ну я, к примеру, знаю, короче, как это коснулось моего рода. У моей прабабушки был муж, и его в деревне вообще, ну, то есть в Алёкинской деревне, и его прям повесили на мельнице, Мгм. на его мельнице. Он Кулак. был Кулак. зажиточный, зажиточный крестьянин он был. Ага. Он не хотел отдать мельницу. Ну, он, скорее всего, может, ну, мы точно не знаем, хотел он, не хотел, но его просто, Однозначно, потому что ну, это твоя частная собственность. ну да. Ты сам сделал это. Ты вот купил материалы, привез это здоровенные. И вдруг какие-то приходят и говорят, короче, это для народа. Ну, скорее всего, те, кто работали у него, они его и порешили, я так думаю. Но это, конечно, все грустно. Вот эти перегибы мне из-за этого мне не нравилось. Типа, я из-за этого революции вообще ненавижу вообще всей душой. Но такой стиль. Консерватор? Я консерватор. Я вот вот как вот говорили, в начале пути ты говорил, что вот сидели, обсуждали, чаи пили. Вот такой пример мне нравится, типа, смены власти. Спокойный, М. спокойный. Кто-то бросил, мы подняли, переработали и рассказали людям, они согласились, и идет новая власть. Вот я люблю, ну никогда такого не было.
ни в одной из историй, наверное, мировых, типа, где вот все спокойненько прошло. Где вот этот этап был всегда через войну. Всегда через войну. Если посмотреть, да, вот появление каких-то новых форм, да, вот это государств, да, вот это через войны, через революции, какие-то катаклизмы, да, вот. Ну, Вот катарсис всегда переживает вообще да, весь вот мир. смотрите, вот, да, вот как Англия стала конституционной монархией, да, вот это вот революция, потом гражданская война, Кромвель, там, т.д. История США то же самое, например, да. Я про Китай вообще молчу, да, вот каждая сменная династия — это вот катаклизм. Поэтому и китайцы говорят, да, вот я тебе проклинание, чтобы ты жил в эпоху перемен, да, вот этот момент. Ам, Ну, Россия становится царством в результате усиления, ну, объединения Иваном Третьим, да, вот, Да. русских земель. И доходит до уровня вот то, что вот Иван Грозный получает вот эти все земли, и он начинает там дальше экспансию, да, вот колонизационную политику. Да. Потом тоже смутное время. Потом идет смутное время, И новая династия. династия. Петр Великий стал императором в результате победы в Великой Северной войне. Да. Понятная революция 1917 года, развал Советского Союза, да, вот по идее, по логике вещей, тут должно было быть, ну, не знаю, там, мы бы сейчас только бы выгребали все, Ну что... да, сейчас может быть, чуть проще прошла, развал чуть проще Нет, прошел. смогли договориться, Да. вот, как раз, Ну, люди развиваются, я думаю, политика. образовываются. Может, дальше еще проще будет. Может, я дойду к тому времени, когда мы за чайком сможем обсудить, что Ты через завтра... госуслуги будешь решать свои политические проблемы. Да-да-да. Меняем власть. Да, типа такого. Так будет, так просто. И когда вот они меняли, ну, не меняли власть, да, вот, а в условиях смены власти, можем так говорить, да, переходный этап, как раз появились молодые парни, которые смогли быстро среагировать. Вот как они это сделали? Как вот им было... Они были младше меня, то есть мне 28, там было там 23, 24, 25. Ну, средняя продолжительность жизни в те времена — это, ну, 40, да, вот. 40 — это уже точно старик, 30, ну, вот такой момент. Ну, там среднюю продолжительность жизни мы у них все равно не сможем просчитать, сколько они прожили бы. Мгм. Но давай... Да, и они вот как раз были на пике, да, вот, скажем так, ну, 26, да, мне сейчас 38 лет, да, вот я такой, ничего себе, да, 30, 26 лет, я был молодее, свежее, может, глупее где-то, да, но именно Аюнский, Барахов, это вот, да, вот, Амосов. Они Да. все были друзьями, да? То есть это Мгм. правильно, они все были Да-да-да. друзьями между собой. И вот Ну, они учились в одном месте, да, откуда они стали такими образованными? учились в Якутске, потом Аюнский ездил учиться в центр, да, вот, вы знаете, в это время здесь сидели Барахов, например, да, Амосов тоже ездил, учился. И, ну, потом Барахов тоже поехал, да, вот учиться, и он остался работать в Москве. Я сейчас точно не скажу, надо записать, да, в титрах. В Центральном Бюро, по-моему, да, там он работал ответственно по Сибири, по хозяйству, да, вот как развивать Сибирь и Дальний Восток, да, например, с экономическим образованием. Вот так. И вот молодые, и поэтому их называют Убайдар, например. Ну, кто такой 26 лет, да, вот человек? Ну да, Вот, старший он брат. старший брат. Да. Старшего брата ты воспринимаешь как, ну, всегда молодого, веселого, приехал к тебе на каникулы, да, там, повел на рыбалку или там, не знаю, там, ну, у тебя вот там защита, например, да, вот у тебя там, ты уверен в нем, например, да. То есть смотри, они представляли, получается, с какого класса? То есть не все же могли образование в то время получить? Да, это стоило денег. То есть они были из богатых семей, ну, грубо говоря, успешных. Барахов, например, у него там, да, был отец торговец, купец, по-моему, да, Мгм. вот, если посмотреть. Откройте Википедию, там, да, вот все прописано. Вот в таком формате. Ну и талантливый момент. Да. Еще не надо забывать о том, что вот Аюнский, он, например, из Татинского улуса. Да. Вот Татинский улус — это улус, язык которого считается литературным языком. Потому что там вот оттуда идет масса образованных якутов, да, сахалар, да. Почему? Как раз туда вот в царские времена отправляют политических ссыльных. И они там И там, да, образовывают. занимается образованием местных детей, устраивается гувернерами, если повезет, да, вот в таком формате, да. И понятно то, что губернатор края, он говорит о том, что вот надо туда поехать, грамотный человек, уважаемый человек, ну, не то, что уважаемый, это вот политический ссыльный, да, например. Грамотный человек, вот можете, там не хватает учителя.
Вот Не я, хватает я врача, совсем забыл например. про Да, полицейных, да, да. полицейных. И вот они воспитывают, и грамотные люди, вот они вот в таком формате. Ну И вот они же еще... Это же была якутская интеллигенция, правильно? Кто вообще привел это понятие якутской интеллигенции? То есть все время их называют, когда читаешь про них, типа представители якутской интеллигенции. Что Платон Юнский, что Ну, Амосов. да, вот он же этот, один из зачинателей ну, языка, литературы как таковой, да. И Кулаковский, например, то же самое, да. И когда мы говорим про якутскую интеллигенцию, да, вот те люди, которые... Ну, что такое вообще интеллигенция? Да? Это те люди, которые... Это феномен социальный, социокультурный. Он есть только... Есть только в России и во Франции, например. М, То есть это образованные люди, которые являются посредником между народом и властью. м. Ну, сейчас человек может взять как бы телефон, ну, как бы смартфон и написать там, сам может заявление написать, например, да, в таком формате. В большой стране России, где вот практически большинство не было безграмотным, да, человек, он был учитель, да, это человек, который вот, ну, Представитель интеллигенции, грубо говоря. да, вот, даже песни есть, да, вот якутская песня «Учуталу Байбар». Вот послушай, да, вот там очень так четко прописано как раз, что значит учитель, да, вот в таком формате. Ну, а начиная уже в советское время, где-то начиная с 50-х годов, да, начинается именно вот образование массовое. Так, смотри, тогда 22 год. Мы переходим к 22 году. Сколько? Какого там? 1 июня. 1 июня, да? Образуется Якутская ССР. 1, ну 27, наверное, там они начали собираться, где в апреле все. Почему 27 апреля выходит как раз приказ о том, что вот создается Ну, якутское образование само, с да, какого? да, да. Ну, Декрет, да. Да, 27 апреля. Так, что происходило дальше? Давай мы будем... Потом это в условиях гражданской войны и постоянно проходило, как я вот читаю статьи Барахова, читаю статьи Амосова, например, да, они вот занимались тем, что объясняли народу, что ему дали. Типа, что изменилось? Да, Что это произошло? раз. А во-вторых, ну, это не будем перечислять, там везде есть. Да-да. Откройте национальную библиотеку, там, да, вот Амосов пробейте, там все есть. У нас время, да? И Нет? смотри, да, и мы говорим о том, что объясняли народу и объясняли политическим как бы оппонентам, а, однопартийцам, да, вот вообще, что такое вообще вот автономия, да, вот это. То есть по всей России продолжается гражданская война. У нас то, что ты говоришь, до 29 года она еще шла. То есть местами, да? Кто-то Да, потом пытался- пошла вот коллективизация, да, вот, пардон, до коллективизации было вот НЭП, да, вот, Мгм. новая экономическая политика. У нас в это время в Якутии была полная разруха, как говорится, да, денег нет, еды нет, да, вот вопрос. И вот Из первое промышленности правительство, что у нас было? а, кирпичный завод в Якутске, Кирпичный завод в то время. Ну, то есть он был еще... спиртовой завод, Нет, именно что... золото добывали, золото добывали. ну, в царские времена еще слюду добывали. А, Ну, то есть какая-то промышленность существовала Ну, минимальная. как вот, что такое промышленность Ну, начальная? Мануфактуры? Мануфактура, Да, минимальная, вопросов нет. минимальная. Шахты примитивные, да, вопросов нет. А так, чтобы промышленность бульдозерами, там, тысячи человек Ну, приехали, понятно, что работали. такое еще не было. Новая власть советская, она знала, что в Якутии это просто кладовая, да? И когда мы занимаемся вопросом урбанизации, современного роста городов, да, вот, все забывают пример города Алдана. Алдан в те времена это был даже такой поселение, ладно, будем говорить городского типа, ну, городок. И вот когда вот как раз начинается индустриализация 30-е годы, да, вот как раз у нас тут взрывная урбанизация, взрывной рост населения, да, вот. Там 30 тысяч, 20 тысяч человек приехали и начали добывать золото, например, да, вот это надо понимать, это просто такой скачок. Амосов в это же время он начинает проводить комплексную экспедицию. То есть не просто там он начал там директивно, вот давайте отправлять там в Верхоянск или там куда-нибудь Алюкминск добывать там золото, да, вот он подходит комплексно и приезжают больше 20 академиков Советского Союза, Академии наук Советского Союза. По разным данным 21, кто-то мне говорил 23, ну, больше 20 человек, то есть академиков Академии наук. Когда к нам в Якутии приезжает академик Академии наук Российской Федерации, да, это вот не просто научное событие, да, это политическое событие, да, вот это
академик, человек, который вот двигает политику Ну, в то есть это отношении новость номер народа. один. Это А, новость так- номер а один. тогда их топ, 21 топ. А приехало. тут приезжает, ничего нет. Город Якутск, он деревянный маленький городок. Население там, не знаю, там 7 тысяч человек. Да, вот это. И вот тут приезжает 20 академиков. И вот комплекс экспедиций. Там начинает изучение языка, культуры, этнографы, археологи, геологи, геофизики. То есть все люди, все вот науки, направления, которые существовали в то время, они приезжают сюда и задают вопрос. Границы Республики Саха-Якутия, промышленные мощности. Вот таких экспедиций, да, вот я думаю, то, что, да, вот современной республике нам нужна вот еще такая большая экспедиция, да, вот, потому что, После нее не было такой большой экспедиции. да, вот были отдельные какие-то, да, направления, да, вот 50-е годы поиски алмаза, да, например. Мгм. То есть был слух, все знали, что вот в Якутии есть, Ну и Кимберлита в этом да, потом появился, да. искали, да, и вот сейчас тоже надо вот как-то вот алмазы в Якутии нашли сколько лет назад? 70 лет назад, да? Ну сколько мирному лет, вот столько надо посчитать. Ну, вот, да. 53-й, да? 54-й год. Да, 54-й год. Нашли только. Ну да. И сейчас, например, Надо еще вот что-то нам с поискать. тобой, да, вот нашему поколению, да, вот станет вопрос, еще есть алмазы такого масштаба, да, чтобы добывать в таких больших размерах или нет? М. Потому что республика это, мы живем за счет, Ну, как бы это ни звучало, не за ресурс. счет скотоводства, коневодства, да, у нас скотоводство, коневодство, сельскохозяйство развивается только за счет того, что у нас в Якутии есть промышленность. Прежде всего, алмазодобыча, нефтедобыча. Да, вот. И Амосов — это человек, который вот буквально 100 лет назад научно подошел к этому вопросу и начал вот выдвигать такую экспедицию. Вот это вот проходило вот здесь. Так, хорошо. Движемся дальше. А что в это время делал Платон Аюнский? Что Барахов делали в это время? Они Он пытались... возглавлял правительство, да, Аюнский? Они пытались решить бытовые проблемы. Чем занимается правительство? Почему ты не работаешь министром? Потому что я не работаю. Не замминистра. Потому что все камни летят на министров, все камни летят на замов, потому что они решают эти бытовые вопросы Ну, республики, повседневные повседневные вопросы. Как доставить хлеб до там, депутатского, до казачьего. Да, вот, как вообще огурцы, помидоры, почему вот дорого стоят в Арктике, например. Да, вот это, да любой откройте новостной этот пост, да, вот правительство сделало там, и вот комментарий. Вот это не сделали, это плохо, то плохо, то плохо. Потому что они вот решают вот этот вопрос. М. И потому что сейчас у нас есть какая-то вот связь конкретная, да, вот народ понимает, что что-то делается, да, вот, например, да, вот, как оценивать, это уже отдельный вопрос, да, но все-таки. Когда мы начинаем говорить о правительстве 30-е годы, 20-е годы, то там бюджета не было как такового. То есть денег нет, откуда взять деньги? Это Вот раз. искали деньги, получается. Искали деньги, искали средства. У нас, например, можно пойти в магазин, купить там пакет муки, сделать себе панкейки, например, или там что там еще, оладушки, Оладушки. панкейк, оладьи, оладушки, оладьи, блинчики. блинчики, венские вафли, например, да. В те времена вот такой был вопрос, да, вот как вот людей накормить, как вот этот момент. Следующий вопрос, самый страшный, это был вопрос земельного распределения земель, потому что, понятно, люди были скотоводы, земледельцы, охотники, рыбаки. Вот. Плюс дальше идет вопрос образования. Вот советская власть, у меня друзья технари, кандидаты технических наук, они говорят, вот советская власть, это вот самая главная задача, это все полезный момент, я с ними согласен, 100%, это образование. Ну да, общее Массовое образование. образование. Массовое. Это раз. Во-первых, и начало промышленного освоения, строительства промышленных каких-то вот этих моментов. Кстати, маленькое подмечание. Если вот взять общий процент, то все технари, все технические, все, кто занимается вот типа какими-то точными науками, они в большинстве все за советскую власть. Понятно, потому что это как бы... Что такое советская власть? Это ликвидация безграмотности, это электрификация, это промышленная... Да, это подъем такой промышленный. Сильный И правительство в 20-е годы, оно занималось вот таким моментом, вот с чистого... Даже вот мы говорим же табула раса, с чистого листа. А листа даже не было как таковых. Деньги, вот Барахов, он что делал? Это всем известный факт. Подписывал там винные этикетки, да? Типа вот так. Это деньгами, там, 20 рублей, там, сколько-то. то есть он придумал просто вот. Не было Бумаги не было, чтобы- Денег не было А, физически. И Так. в таких условиях вот решали вопросы, да, такого.
Хорошо. И как дальше развитие идет? Ну, то есть, получается, Амосов все это разведывает тут, экспедиция, люди поняли, что здесь можно что-то добывать. Получается, начинается у нас тут что, развитие промышленности или что? Да, начало промышленного развития. В этот момент Амосов уезжает в Казахстан, Да, кстати, он же был Киргизию, в да, вот Киргизии. они там А как строят это советскую произошло? То есть власть. он возглавлял здесь и потом поехал дальше? Как? Советские в 20-е годы были очень такой подъем национального самосознания в масштабах Евразии. Да, и понятно то, что вот были тюркологические конференции, и стало понятно, что вот когда вот советская власть начинает строить, ну вот как там, в условиях гражданской войны, э, стало понятно о том, что вот использовали такие термины, да, вот в Российской империи это тюрьма народов, там тогда и тогда. Вот народом надо вот. И Амосов, вот как грамотный человек, как большевик, да, вот понятно, да, то, что он известен был вот в условиях с нуля практически, вот, нет ничего, он начинает строить вот советскую власть, например, да. Вот, то есть опыт политический, Он был уникальный, руководительный, да, получается. практически уникальный, и его перебрасывают нашим братьям-тюркам, да, М. вот кыргызам, казахам, и начинает там советское строительство, например, советская власть. То есть он, отстроив советскую власть, ну, грубо говоря, здесь начав, то он начинает ее как опытный человек Там насаждать. политический, да, вот руководитель получается. А Ничего себе, Барахов, он развивать уезжает в это. Москву, там он начинает работать по развитию Сибири, ну, как бы Дальнего Востока Сибири, как я сказал. Уюмский здесь. А потом у нас начинаются репрессии 29-го, 20-х годов, печально известные, да, и вот начинается то, что вся вот эта команда, она была полностью репрессирована. Вот это В вообще страшно. обвинении в создании национально-буржуазной какой-то вот партии, ячейки, организации, А чтобы почему, свергнуть почему, советскую власть. почему так произошло? Я вот не понял. То есть они же вообще привели эту власть сюда, и эта же власть их и убила. Надо отметить, там историческая конъюнктура. М. То есть все друг друга писали доносы. Доносы, да. Да, вот полицейский участковый как работает? Ну, и Ты на, вот на тебя поступило заявление, мне нужно проверить обязательно. да, вот он такой стоит, бедный участковый, приходит 2 часа ночи, говорит, тут бабка написала заявление, что вот ты тут 10 собак держишь, 20 женщин привел и танцуешь, водку пьешь. Ну, но они же были не последние люди. Ну, первые люди в республике. Помнишь, я говорю про Агиева, Козлова, Лебедева? Да. Вот они написали. Вот такой, такой, такой. Вот враги Амосова, которые вот, Конкуренция. Барахова, да, вот конкуренция, да, вот политическая конкуренция. Вот они начинают писать заявление, например, да. Мгм. Есть очень красивая история, да, вот с Амосовым, то, что он в майских демонстрациях, да, вот с трибуны сказал там, что вот да здравствует там фашистская власть, там что-то вроде такого. И его сразу же так вызывают, и он там до последнего времени, да, вот он писал Сталину, да, вот. Что я вот, такого не говорил. Нет, вот я вот как-то, не то чтобы не говорил, да, вот я вот признаю там, вот, дайте мне, верили, что Сталин вот спасет их, получается, потому что он политический руководитель, лидер. Там, А он лично их знал. Конечно, знал. Что, он, во-первых, Сталин, он был ответственный по, как там сейчас бы сказали, международным отношениям, как говорится, да, вот нарком по национальным вопросам, да. И, естественно, вот те молодые парни, яркие парни, которые приходят и ратуют за свой народ, пытались, не союзное государство хотя бы, да, вот, автономия. И понятно то, что вот знал. При том, что Барахов тоже работал в Кремле, например, да, вот это понятно. Все они вместе читали книги «История ВКПБ», написанные Емельяном Ярославским, например. Достань, прочитай. Там жуткие вещи написаны. Еще иметь. Ну, то есть, и начинаются их репрессии. Вот в итоге эти доносы, они сработали все. То есть, они почти все... Историческая конъюнктура была такая, историческое время было, эпоха была такая, да, то, что вот Ягода, Ежовщина, да, вот Ягода, Берия, например, да, вот это вот очень такой интересный момент, и мы говорим, когда о 20-х годах, 30-х годах, вот становлении культа личности, например, да, вот, и вот попадает вот под этот молох истории, да, вот эти парни, и их всех расстреляют. Потом уже где-то в 60-е годы, 70-е годы, уже 80-е годы. И, конечно, после развала Советского Союза, да, вот начинает реабилитация вот тех людей, которые попали под репрессии. Хрущев вот теперь получается, да? Когда Хрущевского теперь... в это же время и чуть-чуть попозже еще тоже. Да, вот. И, например, имя Амосова было забыто
Барахова не упоминали, Аюнского, например, да, и вот уже потихоньку там Кулаковского, пардон, надо вырезать, не Кулаковского же, он сам умер. Ксенофонтова. Да, Ксенофонтова, например, запутался. Смонтируешь там ошибся. Да нет, ну ты же сказал об этом в кадре, что ты ошибся. Мы же тут не говорим, что ты не должен все помнить. Ты Ага. сидишь тут как энциклопедия, типа, Ага. выдаешь просто. Да, и вот Всё просто. это все шло, и тут опять, и вот тут начинается опять политический момент. Каких политических взглядов, позиций гражданских человек занимает, да, например. То есть здесь начинают уже то есть преследовать тех, кто бы поддерживал Амосова, правильно? Вот так уже? Да, получается. Его Ага. команду, его друзей, например, да, вот, и там есть был такой термин, как бы враг народа, да, вот это надо понимать. И вот как раз в 90-е годы, когда начинается вот развал Советского Союза, начинается вот реабилитация вот всех тех людей, которые были репрессированы, ну, как там выясняли, насколько правильно вот эта работа, да, вот НКВД, чекистов, да, вот это было сделано. Ну, просто, везде искали врагов, получается. ну, здесь искали врагов, ну, то время такое было так, ты так говоришь. Ну, я в целом понимаю. Смотри, но они за свою довольно короткую жизнь, ну, именно, как называется, короткую рабочую жизнь, сделали очень много. Действительно очень много сделали. В плане того, типа, Платон Аюнский, он написал же, ну, столетний план. Мгм. Столетний план. Что входило в столетний план? Ну, вот основные аспекты, какие были у столетнего плана. Ну, это был очень такой... Почему был-то? Есть книга, Мгм. да, очень хорошая книга, почитайте. И ты читаешь, и такой смотришь, и все, что там было, все, что это написано, ну, буквально 100 лет назад, это уже все сделано. Это уже все сделано, и ты понимаешь, что вот человек, да, вот жил в Валасе, Балагане, да, вот, 100% населения Якутии, да, вот, ну, не 100%, 95, там, да, 90%, они жили в Балагане вот как бы с деревянным полом. Ну да, они не подозревали, что так быстро пойдет развитие. Да, и уже, да, вот там написано, что бетонные, да, вот дома из стекла и бетона, что все будут образованы, там, да, вот здравоохранение, что женщины не будут умирать при родах. То есть он Это, писал такие вещи. и ты такой думаешь, ничего себе, да, вот это просто, это нереально. Я хочу рассказать очень историю, да, вот, ну, мы же можем рассказывать историю, да, вот. 1 января, 11 часов дня, 1 января, представляешь, 1 января 2022 года, 1 января, 11 часов утра, вроде дня. Ну, после 1 января это 11 часов, это утро, да, наверное? Ну, утро еще. Все спят? Там в целом 6 часов тоже утра. Ну, 18:00 тоже утро считается. Нет, я имею в виду 31 декабря год заканчивается, там Новый год, Да. и 1 января. 1 января, Да, 11 утра. 11 утра Что было? была постановка как раз в Сахатеатре, да, вот столетний план. И вот мы тогда пошли, смотрим, и выходят, и вот этот в буднях, да, вот там вот собрание идет, там все выступают, на сцене рассказывают, вот там мужчины там будут все образованные, ну такой вот, ну это мечта, это же мечта, да, вот получается одного человека, большого, да, вот просто человека вот, который вот предвидел будущее, да, вот он мечтал, это очень красиво написано. И это все подается в Сахатеатре тоже так же вот пафосно, да, вот, что вот там, вот, и ты такой сидишь, такой, ничего себе, да, вот, ничего себе, ну да, типа. И потом один старичок, процесс идет, Андрей Александрович Борисов, по-моему, поставил, да, вот не помню, да, там кто поставил год назад. И из зала такой, как сказать, ну, бухой мужик, старичок, встает и говорит, вот это все неправда. На мате матерится. Там туда-сюда, там, там, все это говно, это там, все это пропаганда, там никто так не живет, там. И всем, я вот оборачиваюсь и говорю, вообще гениально, да, вот. Просто идет вот со сцены, там, какие-то вот со взглядами, там, да, будущее смотрят, там, про дома, там, рассказывают, бетонные камни, что женщины не будут умирать, там, больницы, образование, какая-то социальная инфраструктура будет, и все будет хорошо, все счастливо будем жить. И вдруг такой старичок бухой встает, такой, шатается, кричит, это все там что-то... Не согласен. Бастабыст, короче, ватсабист, походу, старичок. Красавчик. И я такой сижу такой,
Жена со мной сидит, я такой, ты вообще гениально, да, вот просто ты вот пьешь вот этот, ну, как бы сказать-то, да, вот, возвышенные какие-то вот эти моменты, и вдруг вот мужичок встает и на бытовухе говорит, что это все говно. Что это все ложь, Это типа. все ложь, говно, Что мы живем плохо. что мы живем плохо, и такой, все гениально смотрят, и пытаемся смотреть на реакцию актеров, а там весь свет Сахатеатра. Не, ну это вот было вот шикарно, потому что 1 января вот заставили актеров, ну, 31 Новый год, вы что? А тут Понятно. еще. И ты смотришь, а потом этого старичка увели, и там была моя подруга Турантаева, да, вот я к ней подхожу, выхожу и говорю, я сначала подумал, что это постановка. Да, вот это, что вот по столетнему плану сделали вот такую постановку, и вот показать современного... Что он часть Да, а он постановки? часть постановки, а он не часть постановки. Это просто человек, как бы сказать-то, устал Со своим мнением. со своим мнением, да, вот мнения бывают разные, да, вот просто я говорю, это надо постановку возить по Якутии, показывать, и специально вот этого старичка, да, вот этого выставлять, чтобы, ну, люди понимали вот как-то вот этот момент. Я вот Турантаевой говорю, я подумал, что это постановка, часть постановки. Если бы это была часть постановки, это было бы очень круто. Просто она тоже говорит, я тоже подумал, что это часть постановки, потом такой, так, что-то у него мат такой. Ну, то есть, если бы это он реально был часть постановки, такая пост-ирония хорошая была бы. Это не просто история, это вот как раз показать действительность, да, вот такого момента. И Ну, я не знаю, ну, может, он реально в таких условиях живет, мы же не знаем. Ну, хотя нет, он пришел 1 января в театр. Он пришел в театр, этот человек, чтобы высказать свое мнение. За это его нужно уважать. нам надо сходить в какую-нибудь постановку. Почему мы все время про историю говорим? Давай говорить про там что-нибудь, там фильмы якутские, там Про театр, фильмы якутские тоже классно про поговорить. Сахатеатр, Я, кстати, не понимаю, почему еще не снимают постановки. якутские фильмы. Ну, вот про отцов-основателей, это же можно снять. Это же целый Почему блокбастер. снимается же? Снимается уже? Конечно. Когда? Новости читаешь. А что снимают? Про Я знаю, что- Амосова Я знаю, искали. что сейчас снимают про этого, про Коркина. Ну, про Коркина. Да, про Ну, у него Амосова там тоже искали, история, да. как у тренера Да, да, Картера да, вообще. да, да, да. Даже лучше. Да, А да. про Амосова... Ну, то есть, это реально же блокбастер история. Люди, которые... Молодые ребята, которые основали республику. Ну, это, знаешь, вот сейчас в современной России это почти невозможно. Чтобы тебе было 26 лет, и ты смог основать другое сейчас, государство. вот смотри, меня как историк, когда все время спрашивают, дай оценку времени. Мгм. Ну, оценить время, это, во-первых, ну, историк должен заниматься, Да, конечно, ты имеешь оценкой, да, право но оценивать время. оценивать современность, вот 100 лет на развитие, да, это вот только-только начинаем, это факт. Но простой пример, это тот же балаган, да, вот. Мгм. Бурмус. Вот современные дети, они не знают, что это такое, например, да, вот этот момент. Ну, так жили, ну, не тысячи лет, ну, по крайней мере, да, вот скотоводы так, ну, якуты жили, ну, там, веками, да, вот этот момент. И буквально за 50 лет мы живем в этом. Это даже меньше одного поколения. Да, я сейчас сижу и ругаюсь, у меня мысли все в этом, в квартире. Там у меня батареи меняют с центрального отопления. Я вот сижу и думаю, что они там сделали, не сделали, да, вот это Ещё у меня менее, да? проблемы. А? Какие проблемы? Как быстро меняются проблемы? Ну, проблемы в интернете у нас есть, вот, допустим. Ну, плохой интернет иногда бывает, иногда... Откровенно плохой интернет, например. В Откровенно деревнях, плохой- например. Да, в деревнях откровенно плохой интернет. Да. Но это проблема современная. Представь, Мгм. что... Ну, 100 лет- условия были такие. Да, Ну, смотри, да. если сравнивать, ну, как оценивать время, это вот любимый мой предмет, ну, как бы пример, как историка повседневности, это вот девочка М. маленькая, 12 лет, в Якутии. Она живет в Мигино-Кангаласском улусе 100 лет назад. М. 12 лет. 100 лет назад. Ну, понял я. В Центральной Якутии. И сравни жизнь 12-летней девочки в Мигино-Кангаласском улусе 100-летней давности и сейчас. Ну, логично, что сейчас девочка живет лучше. Да, мне Но- говорят, но да, относительно логично, ещё- это нормально, так и должно быть. Но, коллеги, друзья, товарищи, если бы не было вот понятия республики, если бы не было промышленности, у нас был совсем как бы, ну... Если бы не было этих 21, получается... Ну да, история не единицы. любит сослагательного Не, ну мы склонения, имеем да, право но оценивать. всё-таки, да. Именно в плане... Какая сейчас политика? Если ты все время отрицаешь, да, вопросов нет. Это твоя позиция.
мы согласны с твоей Не, ну позицией, если мы уважаем твою позицию. сейчас Да, вот ты говоришь нет, отрицание да, проблема. ты сиди, Отрицание это сейчас уважаемо, как будто. Вот это. да, это неуважаемо. Нет, Это наоборот, когда человек все время что-то говорит против, 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 Нет, против. я не говорю против. Например, как преподаватель, например, да, вот я стараюсь говорить, например, да, вот смотри, если человек говорит нет, значит нет, это его позиция, вопросов нет. Но люди будут работать с теми людьми, которые как бы согласны М, в теме, как м. говорится. Да, я согласен, но я здесь хочу так. Разница есть? Ну да, конструктивное мнение. Ну, пусть будет так. Да, это конструктив. Да, я согласен, но... Да, я согласен, что надо куда-то двигаться, да, но я давайте предложу вот такой вот... Да. Я согласен, что вы предлагаете, но давайте мы посмотрим, почему так будет или так не будет. Ну, Да, если ты будешь оголтело все говорить нет, как бы, да, ну, вопросов нет. Вон там место есть тех, кто не согласен, например. да. Но- И вот как раз вот Амосов, Аюнский, это те люди, которые вот на волне, да, вот ковали, да, вот действительность, в которой мы сейчас с вами живем. Ну да, то есть они согласились с тем, что пришло, и пытались Почему? Они принести частью были свои. этой Ну да, темы. частью. Но они согласились, они же могли быть против, они могли быть белым движением, к примеру. Могли против быть, мы там что-нибудь качать за монархию. Но они согласились и Да, а в привнесли комментариях уже пусть будут, пишут там, ну, это мнение. Да. Белые там, да, вот это, фандомы есть специальные, да, вот, как там, монархия, да, вот это пишут. И ты читаешь, иногда думаешь, ну, вот вообще людей вообще Но я тоже, богатые вот я по воображение. своему укладу, я тоже, ну вот, знаешь, мне вот белое как-то, ну, потому что белое у нас так превозносится в России. Возможно, я тоже как историк влюблен. Нет, это пошло, потому что как влюблённый. раз Советский Союз развалился, и надо было искать какие-то вот альтернативы. Да, вот, и пошел вот плюрализм мнений, да, вот такой сильный. Пытались историки понять программы белого движения, да, программы конфедералистов, программы монархистов. И вот они Ну, вот там ищут. много всего, там много всего. Там Да, типа, это что Россия не была в кризисе, что да, тогда у и империи тут было много денег, и да, все было да, хорошо. Там. историк, он, когда вот ищет какие-то альтернативные вот взгляды, да, вот он может склониться к такому формату, как «если бы». А это уже нельзя. И говорят Да, там, что сослагательное наклонение да, нет. да, если бы вот так-то, 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 это прогноз нет. Но я тут про другое. Я просто влюблен, знаешь, в что? Ну вот, в то, что показывают. Ну, сейчас же вот берут же все в фильмах, в истории, все берут самое красивое из той эпохи. То есть вот эти балы, там, какие-то красивые указы Екатерины II, там, какой-то там Александр II, вот это все. Но я понимаю, что в то время я бы был крестьянином, скорее всего, крепостным, ну, как и были вся моя родня. Почему? Ну да, здесь не было Ты крепостного. сказал, что деду твоего Но было он мельница. дослужился до А. зажиточным крестьянином. Это пик нашей династии, пик нашего рода, понимаешь? Он был на пике, и все, его повесили, это был конец. Ну, никто не хочет быть потомком рабов, крестьян, Ну да. люмпен пролетариата. Но я понимаю, что вот очень красиво, мне очень влюблен в это, именно как культура вот развивалась, дворцы, все, но это все было там. А здесь все. Потом рилсы, я смотрел, да, вот был прикол, по-моему, или ВКонтакте, не помню где, там был прикол. Если бы не было революции, мы бы жили в таких домах. И показывают дома, ну, дворян, да, вот купцов первой гильдии. И кто там комментарий был написан, если бы там, ты была вообще там, да, вот, поломойкой, там, Да. жила бы под лестницей этого дома, там, не знаю, там, потому что, ну, процент богатых был совсем Да, маленький. конечно, да. Сословие, оно было бы сословием, типа, и ты бы все равно туда не смог попасть. Но давай мы немножечко вот обсудим. То есть 100-летний план Платона Аюнского мы осуществили сейчас, в данный момент. Ну, то есть по тому, что он планировал, у нас все норм в целом. Если не рожать детей, там, перинатальный всё есть. центр бы он увидел, там, что-нибудь еще, он бы, наверное, с ума бы сошел, наверное. Ну, в плане того, типа, что все его осуществилось. Мне интересно, как бы оценили. Мы можем сказать, если это наши старшие братья, как бы они оценили, что сейчас вообще с нашей республикой. Вот что? Норм, нормально? Или вот так бы сказали бы, вот так, плохо, что? Что бы сказал Амосов? Что бы сказал Барата? Тяжелый вопрос. Ну, как понять вопрос? Ну вот смотри. как бы они оценили развитие республики, что они планировали? Они же тоже планировали, и, наверное, не только Аюнский планировал Как ты столетие. оцениваешь? Ну, все, что они планировали, оно уже реализовано. И смотри, ну, вообще, как вот развитие еще. Второй пример, ну, понятно, про девочку это эмоциональные моменты. Электричество.
Электричество? Мгм. То есть они хотели электричество? Как понять? Ну, в смысле, чтобы везде было электричество или что? Про что? Нет, чтобы оценить качество жизни человека, вот самый простой маленький пример — это электричество. Вот электрическая станция в Якутске появляется в начале 20 века. Мгм. В 10-е годы 20 века, 11 или 14 год, по-моему. Да, вот сейчас не скажу точно. 11-14 век, 11-14 год. То есть уже как бы в Якутске была электростанция такая маленькая, да. Вот. Но потом она появляется в 30-е годы, которые вот обеспечивают Якутск электричеством. Улицы, например, да, вот освещение, чистое освещение. Там мощность была, по-моему, если мне не изменяет память, 700 киловатт-час, что ли, или там что-то. То есть это 3 семьи сейчас потребляют в день. Ну, Там, 750 киловатт в час мощность первой электростанции в Якутске в 30-е годы. ну это вот освещение нашей комнаты сейчас. В течение суток, В течение суток, да. да. Вот этой всей вот этой студии, одной маленькой студии. А сейчас мы пытаемся строить что? А Что мы строим сейчас в Якутии? Я не знаю, гидроэлектростанцию какую-нибудь, нет? Атомную станцию. Я не знаю, что... Атомную станцию строят? Да, малой мощности. Вау. Чтобы обеспечить развитие промышленности, там, чтобы качество жизни улучшалось. Например, в Сунтарах, например, для меня, человека, который я приехал в Сунтар первый раз, я не помню, когда это был первый раз, я посмотрел, батареи включают электричество. Ну, электроотопление. Электроотопление. Да, у меня у бабушки тоже электроотопление стоит в деревне. Да? Да. Сейчас? Да. Видишь, я вот приехал первый, я говорю, я же был такой маленький. Для меня тепло добывали только с помощью огня печки, например. Да, вот Ну, это. тоже, да. Я вообще вот, то есть по дому моей бабушки можно смотреть развитие вот небольшое. В моем детстве мы топили только печку. Потом они поставили там какой-то котел стоял. Газовый. Да, нет, не газовый. Сначала обычный Ага. котел, который вот угли кидаешь, короче, Ага. отдельная котельная. После этого с этой котельной стали делать уже вот газ поставили. И сейчас, она говорит, газ не очень выгодно, и они поставили, потому что там какие-то льготы в деревнях, и вот им поставили электроотопление. И все. Сейчас В минус 50, я такой смотрю, для меня это было просто вот, крышка открывается, и такой мозг уходит и уходит куда-то. Смотри дальше. У меня есть одноклассница, бизнесмен, и она говорит то, что вот электричество... Вот, что тормозит развитие бизнеса? Электричество. Оказывается. Простой пример. Если, например, открываешь этот ресторан, владельцы ресторана, они решают бытовые проблемы. Ну, Знаешь, какие? Если ты, например, забиваешь в ресторан 100 человек, они должны не просто есть, пить, но они еще должны что делать? ну что, ходить в туалет, мыть руки, Дышать воздухом. дышать воздухом. Воздух должен идти с улицы. Мгм. А на улице сколько градусов? Ну, Минус 50. ну, минус И да, 50. и вот чтобы этот минус 50 градусов зашли в дом, этот воздух надо чуть-чуть Прогреть. прогреть. И это проблема. Ну да, вентиляция вот это. Как вы вытяжки вот эти. Деньга. Я молчу про бюрократические вот эти моменты, но просто вот технически, да, вот сложно. И вот мы с тобой гуманитарии, как там говорили, недоисторики, что там было? Недоисторик и псевдоисторик. Да, вот что-то рассуждаем непонятные вещи, да, а тут человек вот он думает, как бы вот 100 человек по Санпину, да, вот обеспечить такой-то кубатурой воздуха свежего минус 50. М. Электричество. Это раз. Я молчу там то, что вот шахты должны освещаться, электрооборудование, там какие-то механизмы должны работать, например, добываться, да, вот это все, электровозы там, это все вот измеряется вот этим развитием, да, вот, например. Сейчас по всей Якутии добывается, по-моему, 5 мегаватт или 5000 мегаватт. То есть огромное количество, да, Ну, если это атом- Вилюйская ГЭС, да, вот ГРЭС, Нерюнгринская ГЭС, Ну, Якутская. я знаю, что у нас с электричеством как-то все говорят же про дороговизну. Очень дорого у нас. Потому что не хватает. Да, не хватает. Все время дорожает. Но атомная станция, наверное, изменит эту Да, проблему. вот. Но я, короче, Это знаю... на севере, на севере. Да, на севере. Я знаю такие вот, допустим, депутатские возьмем. Депутатские за основу. Мгм. Что в депутатском, по идее, жить уже не нужно, как в этом поселке. То есть в этом поселке просто люди живут, потому что они как бы, как оседлость у них там. Вот они любят это место, там что-то еще. Но по идее для них там отдельная станция стоит, которая,
невыгодно вообще ни республике, никому. Вот. Для меня, я так со своими из Якутскэнерго ребятами общался, он говорит, супер невыгодно туда доставлять электричество, но мы продаем им за ту же цену, что и здесь электричество тем людям, именно поэтому все платят одинаково. То есть вы доплачиваете за тех людей, которые живут на северах, там где-то еще, куда мы тянем это электричество, там для 5 человек, там, для 8, для 20, там, ну, для 100 человек. Есть нехорошие чиновники, да, которые говорят, давайте мы... Что там в Республике Саха-Якутия? Миллион человек живет. Это, Миллион, кстати, у нас, да, да, меньше. 1 миллион человек. Давайте мы всех переселим в центральный куда-нибудь в России, в город, квартал. Отстроим новый, многоэтажки. И для якутов, типа, чисто. Якутян. Для якутян. в Миллион целом. человек. А. И всех там будет бассейн круглогодичный, школы с футбольным залом. В смысле, это наши якутские чиновники говорят? Нет, конечно. Наши, наоборот, пытаются объяснить. А, российские. Что, типа. вы что там, совсем что ли? Есть такое понятие, как земля предков. Ну Да, да. вот этот момент надо понимать. Это вот как вот развитие, да, вот оценивается вот чисто просто элементарной лампочкой электрической. Мне, кстати, интересно, сколько бы людей переселилось, если бы им сказали, вот мы для вас отстроили город где-нибудь под Краснодаром. Не знаю. Ну, сейчас идет от Дальнего Востока отток населения как раз на юга. А у нас, невзирая на это, у нас Якутия растет по численности. Да, Это факт. да. У меня социологи, друзья, они вот нам приезжают и говорят, что тут у вас происходит? Я вот не могу понять, говорит, статистика показывает, что вот идет какой-то вот... Но у нас там что-то, мы там рост. седьмые в России. А я как если не историк говорю, ошибаюсь. историческая Шестые. память. Я как историк говорю, историческая память. Это земля предков. Ну, сложно отсюда уехать. Мы... Нет, переехать из Арктики, арктических улусов стоит так же, как в Якутск, стоит так же практически, как переехать в Москву. Дешевле даже, наверное, будет. В смысле, сюда переехать к нам. Мгм. Ну да, Стоит так же. потому что у нас все растет. Типа недвижка растет, все растет. То есть у нас тут жить Да, дорого. Если да, в целом, вот я не знаю, почему они думают, что мы живем здесь, потому что у нас там может дешево жить. Нифига. Но люди, которые смотрят нас, Историческая память. у нас очень дорогая жизнь в Якутии. Очень дорогая. Но мы тут живем. Да, и невзирая на это, люди приезжают в Якутск. И, Якутск считается столицей республики. Как раз это, кстати, заслуга первого президента, да, вот получается. Что Михаила вот Ефимовича. Якутск, да, вот Якутск это вот наша столица, да. А вот, кстати, про Михаила Ефимовича, ну, мне тоже говорили, я тоже в этот момент не изучал, может, ты меня дополнишь, что до того, как он пришел к власти, из сел не приезжали в Якутск. Факт. Это факт. То есть не пускали или как? Что происходило? Как понять, не пускали? Ну, а почему нельзя было из села приехать в Якутск? Зачем приезжать в город? Ну, сейчас, в данный момент, ну, для меня это возможности, к примеру. Вот Почему люди мигрируют из сельской среды в город? для Ну, первый. возможности. Образование. Первая главная причина — образование. Получить образование. Мгм. Второе — здоровье. Мгм. Третье — это уже работа. Ну Поиск да, ну и работы, уровень да, жизни выше здесь, Уровень чем жизни, в да. селе. в этот момент. И в советские времена, 80-е, вообще советские времена, чтобы человек получил образование сельской среды, он должен был получить справку. Что вот он закончил школу, и он должен был получить справку. То есть он должен был производственный вот этот. После школы человек должен быть отработать в колхозе. Мгм. Потом представитель колхоза ему дает какую-то вот бумажку, что да, вот человек поехал, достоин высшего образования, и дает ему справку, характеристики, отправлять его получать То образование. есть пока ты эту справку не получил, ты не имеешь права. Ты Мгм. не имеешь права ехать в город. Да. О, интересно. Ну, не то чтобы не имеешь права, просто вот зачем тебе ехать? Ну, можешь поехать отдохнуть там, например, да, вот как раз вот санаторий появляется в это время, понятие отпуск появляется в это Ну время. я что-то туплю, что невозможно же было там поехать бизнес построить, такого же еще не было. Да, не понятия. было. Тут бизнес зачем, например? Да. Да? А сейчас, например, бизнес можно строить везде, например. Я вот был в этом селе Мандагае, да, вот об этом я написал пост в своем телеграм-канале «Записки провинциального историка». Да, подписывайтесь на Итала. Интересно, да. И там вот в этом поселке Мандагае нет таксистов. Поехали таксовать. А где это находится? Чорапча. Мгм. 2 часа. Вот, Мандагае, нет, не Мандагае, а Чеппара. Чеппара, Чорапчинский улус, Чеппара. Нет таксистов, оказывается. Вообще нет приложения, ничего такого нет. Вообще физически нет таксистов. То есть человек, если вот приезжает из вот кто-то из Чеппара выезжает в город, с ним договариваются, как бы с ним едут. Ну, Например, понятно. Вот, да, типа такого. Или ты приезжаешь в этот Чачигай, вот это перекресток, и оттуда можешь там вызвать кого-то, например. Это 10 километров, и это 10 километров, там 500 рублей, например. Бизнес-план Бизнес-план. тебе. Да. В общем, если вы хотите... Чеппара, Нижний Бестях.
Ниже висячий Много, аппарат. много людей там ездит? Не, ну там, конечно, мало людей. Но все-таки, да, вот Ну, такой долгосрочный бизнес-план. ну, На бизнес. перспективу. На перспективу, На следующее хорошо. поколение. Да. Так, ну хорошо. Так, мы все равно не поняли, как бы они оценили, вот что у нас сейчас происходит. Ну, у нас, ну, если электричество есть, значит, они сказали, все хорошо. Платон Аюцкий сказал бы, мой план сработал. А Мосов сказал бы, ну, наверное, были бы недовольны, что советской власти нет. Я так думаю. Они же все равно были фанатиками. Ну, Фанатиками. это не вопрос больше зрителям, наверное, да, вот. Пусть пишут комментарии. Да. Ну, я в целом доволен, как мы поговорили. Я узнал, как всегда у нас много сумбура, все будут писать много сумбура. Нет, если вы хотите четкую линию, да, то вопросов нет. Поступайте к нам на исторический факультет. Мы вообще, по идее, этот подкаст — это реклама вот студии ProLife, которую мы снимаем, и исторического факультета. Больше ничего. Кстати, Ну, все уже, приемная кампания закончилась, и только уже следующий в год. следующем году, ребят, Но мы еще будем продавать онлайн-курсы. Курсы повышения квалификации, онлайн-курсы. онлайн-курсы появились. Давно есть уже. Ну, в смысле, онлайн прям курсы или что Курсы. это? Или переподготовка? Как это? Курсы переподготовки и курсы А курсы повышения какие? квалификации. Что там курсы? Курс повышения квалификации. О, надо повысить. Надо вообще диплом сходить забрать, на самом деле. Я же не забрал свой диплом. У меня диплом до сих пор... Выкинули, наверное. Нет, а как? Он же там хранится в архиве. Ну, заходи, спроси. Надо забрать, сходить диплом. Но историческое образование что дает? Что дает? Большой кругозор. Это самое главное в жизни. Будете работать вы, не будете, это уже совсем другое.